очень была в плохом состоянии. Этого красавца Алабая теперь после ежедневного ухода не узнает. Собаку Эльмира Хисамиева подобрала на улице и приютила у себя, как и других 128 бездомных животных. Всех их она разместила на собственном участке. Землю покупала для сельского хозяйства. Но сердце победило и организовала там приют. В городе это спасать невозможно. И пришла такая идея приобрести землю именно и разместиться вот здесь. Оборудование, питание, медикаменты – все на свои средства. Животных сюда привозят регулярно. При этом 160 собак она уже пристроила в добрые руки. Ухаживать за животными помогает всего один наемный работник и волонтеры. Здесь одни и те же люди. Они собираются в основном на выходные дни, после работы приезжают, тратят свое время, свои средства. Однако сейчас для хозяйки ко всем имеющимся проблемам добавилось главное – приют должен быть снесен. Этот приют для животных находится на земле сельхозназначения. По закону здесь его размещать запрещено. Такие дома для животных можно организовывать только на территории населенных пунктов. Ближайший Балаклы-Чукаева находится в 8 километрах отсюда. Исполком района вполне законно требует от хозяйки в 30-дневный срок полностью демонтировать строение и рекультивировать землю. Территория населенных пунктов, она по своему функциональному использованию делится на различные территориальные зоны. То есть это не означает то, что он должен быть, конечно, он должен быть отдален в соответствии с санитарными нормами. Что делать с собаками, в исполкоме не уточнили. Но уже с начала этого года по обновленному закону бродячих животных должны стерилизовать и отправлять в приют или искать им хозяев. Отстрел строго запрещен. В случае демонтажа приюта решать эту проблему придется местным властям. В обсуждении проблемных вопросов мы поднимали именно вот эту проблему, вот этот вопрос, чтобы на уровне республики были приняты какие-то решения в отношении бродячих собак. Чтобы решить проблему хотя бы локально, хозяйка приюта просит у исполкома выделить участок в законной зоне. Возможности пока не нашли. И уточняют, новый приют в районе может появиться при наличии лицензии и финансирования. Но Эльмира считает, что быстрее и дешевле сохранить тот, что есть. Требуется только помощь с переводом земли в другую категорию. Юлия Муратова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Рыбнослободский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.